сокровенные сказания монголов, у нас очень много исторических сборников. Хотя монголы не умели писать, но они нанимали много историков, и они записывали историю. Вот когда монголы практически всех покорили, хотели пройти через ущелье, где ингуши живут, да, сейчас, а тогда не могли пройти. Почти армия чуть не уничтожилась, потому что не можешь пройти. А там убивает, сверху убивает, там сбоку убивает, там армия тает монгол, понимаете? Потом нет, сказали аханы, давай вот так пойдем. И вот так обошли и других захватили, да? И настолько это наши монгольские ханы это восхищались этим народом. У нас есть монголы Галга. Это пускай любой человек пускай посмотрит, это монгольско-русский словарь. Что такое Галга? Это хранитель, Галгач. Это было взято от этого народа, от хранителя древних, это традиции, там монголы воины тоже. А Галга, да, это воины, которые там не могли победить, такой огромная орда, короче, вот это. И в знак восхищения титул, который там Чингисхан давал Чагатайхану, называется Галгач, хранитель. Хранитель древних обычаев, законов. Когда, как Чингисхан сказал, народ, если хранит свои традиции, свои обычаи предков, его нельзя победить. Если он там начинает ассимилировать туда-сюда, тогда он уничтожится. А Галга никогда не мог победить такие войска там, и Амир Тимура, там тоже монголы, это Чингисхан, Сюбеде, Джибиденео не могли победить. И если в двух словах сказать, любой человек может посмотреть, кто такой Галга. Галгач это хранитель сокровенного. По-ингушски Галга. Да. Вот Галга. А вот в монгольском есть Галга переводится ингуш. Ингуш. Да. Вот. Получается, что ваш народное самоназвание, это имя, вот ингуш, вот само название Галга, стал титулом, высоким титулом всего Монгольской империи, хранителя сокровенного Монгольской империи. Это об этом я уже начал писать. Никто не может возражать. И потом